Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем, кто зашел к нам на собрание, на наш маджлис, и всем тем, кто в дальнейшем, иншаллах, нас услышит. Сегодня у нас по календарю хиджри, это Новый год, месяц Мухаррам, 10 число, Ашура, священный день по исламскому календарю. По юлианскому календарю это 25 июня 2026 год. Касательно сегодняшнего дня, он у нас считается, сам месяц Мухаррам считается священным месяцем для мусульман. Самым ценным днем этого месяца считается день Ашура, от слова Ашара, что означает 10 по-арабски. И на этот день по источникам, исламским источникам, очень много таких поступков в истории ислама. Это как сотворение Всевышним Аллахом небес, земли, арша, аль-курси, ангелов и много других таких вот вещей. Поклонению, день Ашура читают очень много по мере сил и возможностей. Куран читают, сунные молитвы делают, раздают садака, радуют детей и близких, совершают все благоугодные дела. Поэтому, иншаллах, наш эфир совпал вот с таким священным днем, с чем мы всех вас поздравляем. Пусть Аллах простит все наши грехи, как в прошедшем, так и в будущем, наставит нас на путь истины, укрепить наш иман на своем прямом пути. Иншаллах, будем делать дуа и поддерживать друг друга. Касательно сегодняшнего эфира, было несколько предложений со стороны братьев, ввиду того, что последнее время часто мы видим нападки на тех наших ушедших лидеров из нашей среды, которые, как по нашему мнению, которые стали на путь истины, на путь таухида, и которые достойно прошли свой путь, отдали свои жизни на пути Аллаха, на прямом пути, не свернули с той цели, не отклонились от того договора, который они заключили с Аллахом. И, иншаллах, мы в этом эфире решили поднять, затронуть, напомнить некоторые темы касательно того, что идут нападки на честь и на достоинство наших ушедших лидеров. Идут последовательные нападки, в том числе и на ислам, и на тех лидеров, которые твердо стояли на пути истины. И вот в первую очередь я хочу назвать имя, фамилию одного из нашего героя Уммы, Зелимхана Яндарбиева. Мы видим, что в основном главной мишенью у евродемократов, национал-демократов, манкуртов, которые сегодня прислуживают Кремлю у нас на нашей родине, в большинстве своем мы видим, что бьют по голове ввиду того, что Зелимхан стоял у истоков последних наших событий в новейшей истории, был наибом нашего первого президента до изменений в 1991 году на постсоветском пространстве, еще задолго до этого создав партию, войнахскую партию, последовательно шел к намеченной цели, в меру своих сил
и как бы знаний, утверждаясь, изучая, обучаясь, как бы быть послушным рабом Аллаха. Вот именно в первую очередь мы видим нападки, критику на Зелимхана, на Шамиля Басаева и на многих других, примерно, в том числе на Доку Умарова, на Супяна, который был наибом у Доки. До этого мы часто слышали, постоянно обсуждали именно Ису Умарова. То есть вот эти люди в основном получается, что они как бы стали такой занозой в чеченской истории, что вот во всех наших грехах, во всех наших бедах, что именно вот эти люди являются как бы виновниками. А эти люди, по факту, все те, которых я только перечислил, они искренне, став на этот путь, став рабами Аллаха, меру сил, как бы совершенствуя свой низам, свой иман, свой ислам, отдали свои жизни на этом пути. И сегодня те, которые бытность своего времени как бы были в близких отношениях с этими людьми, где-то находились на вторых, на третьих планах, пользовались как бы именами этих людей, являлись ихними помощниками, наибами. И эти люди в какой-то момент своей истории, они как бы предали вот этих своих братьев, своих наставников, можно сказать, и отойдя от начатого пути, от этого курса, по факту стали уже в дальнейшем как бы первыми критиковать этих людей, обвинять их во всех смертных грехах. Это в первую очередь там мы часто уже напоминаем, повторяемся, начиная это с Кадырова Ахмата, пути Ахмата, который сегодня 24/7 только этим и занимается, что лють грязь на наших героев. Там также сидят бывшие соратники, вот эти сегодня меру своих сил и знаний не отходить эти доводить вот фигуру. Помним, что мы из войны признавать какие-то что провести я лично сам участник вот тех событий. Мы как бы поддерживали Аслана Масхадова. На тот момент в силу нашего сознания считали, что вот раз мы имеем дело с нашим врагом, с Россией, и если Россия как бы более для них приемлема фигура Масхадова, то для того, чтобы мы как бы
быстрее и лучше адаптировались к данной ситуации, будет полезным и выгодным как бы избрать на этот пост Аслана Масхадова. Я, как сегодня помню, наставления некоторых своих знакомых братьев, которые в исламе были на тот момент, это я осознавал уже впоследствии, они в исламе как бы более разбирались. И тогда я помню, валлахи, даже мне как бы в укор намекали, как бы, мол, не надо было делать выборы, надо было оставить Зелимхана Яндарбиева и так далее и тому подобное. Хотя я на тот момент с этим не соглашался, признаю свою вину, свои ошибки. И в дальнейшем мы в этом уже сами убедились и по сей день убеждаемся. Мы помним, когда Аслана Масхадова после этих выборов, после исполнения желаний кафиров, когда мы по лекалам кафиров выбрали, провели выборы, выбрали и депутатов, и президента, и другие какие-то институты власти. И вот мы помним на инаугурации Аслана Масхадова, там Зелимхан, насколько я помню, долго не задержался, но он коротко сказал там одну вещь. Неправильно я выразился, но высказал вот такие слова на тот момент, что он как бы передает власть и государство свободной и исламской. То есть тогда вот в сказанных в этих словах я не думаю, что много из нас кто-то осознанно до глубины понимал смысл и суть этих слов. Сегодня мы должны это вспоминать и должны как бы доводить и самим внять то, что хотел до нас донести на тот момент Зелимхан Яндарбиев. Он прилюдно на инаугурации нового президента сказал вот такие слова. Я передаю власть в этом государстве, чеченском государстве, которая является свободной и исламской. А после того, как уже прошли выборы, после того, как уже определились депутаты, определили всех, кто входил в кабинет министров, властные структуры, и в дальнейшем наши дела и наши поступки старшие помнят, не дадут соврать, какие процессы между нами тогда уже происходили. Я лично свидетель того, что непосредственно люди, которые сами были в подчинении Аслану Масхадову в Первую войну, проклинали во всех отношениях, выражаясь нецензурно. Бывали случаи, что доходило и до рукоприкладства. Мы помним, тогда многие занимались вот этим, ставили незаконные цистерны, где как бы переваривали нефть, делали бензин и продавали. И тогда Доку был официально на работе, Масхадов на него возложил вот ответственность, чтобы все это было снято, чтобы все это как бы разоружали этих людей, чтобы вот эти бесхозные как бы мини-нефтеперерабатывающие заводы были как бы сведены на нет. И когда вот выезжали вот на такие вещи, просто для того, чтобы самому убедиться вот в этом, я специально спускался с гор. Я после Первой войны ушел в горы, работал, делал дорогу в свое село, отказался от всех предложений, которые делались со стороны Арсанова, Вахи, Гилаева, Хамзата, самого Доки и других вот эмиров второго как бы дивизиона, можно сказать. Я абсолютно отказывался от всего, потому что вот то, что происходило в нашей среде, для меня это было как бы неестественным. Я в эти вещи не мог вникать, не мог понимать то, что происходило на тот момент вот среди наших лидеров, которые, разделившись на 5 групп,
начали противостояние друг против друга. И по сей день абсолютно не жалею, что они участвовали ни в одной работе, не занимал никакую должность. Валлахи, считаю, что меня Аллах оградил от этих грехов на тот момент. Вот такая ситуация, когда уже между нашими народами, в первую очередь, которые были разделены вот несколькими группами этих людей, мы помним, что между нами происходило. На тот момент были много групп, которые считали, что они являются джаматами, что они уже постигли многое в исламе, учили, делали какие-то наставления при встречах, хотя многое на тот момент абсолютно я не мог понять того, что происходило. Единственное то, что мы принимали, то, что как бы воспринимали доходчиво, осознанно, это были вот насихи и наставления и призывы от шейха Фатхи, который делал да'ваты, ездил по мечетям, доступно, как бы доходчиво. Любой джахиль мог осознанно понимать, о чем идет речь и к чему он призывает. А во всем остальном мы же помним, что происходило у нас в республике. То есть это сегодня уже, возвращаясь к тем дням, мы видим, что когда президентом стал Аслан Масхадов, все те, кто были на тот момент подтянуты к власти, окружены, не знаю, по каким критериям и лекалам отбирались эти люди, Аллаху алям, но все те, кто окружал на тот момент Аслана, мы знаем, что они в большинстве своем стали предателем, за редким исключением. И остальные практически все дезертировали к началу Второй войны. И то, что у нас там были какие-то расколы, непонимания, столкновения, все это было в любом случае. Вчерашние братья начинали уже как бы между собой, междоусобицы, войны. А причиной тому было то, что некоторые братья начали как бы усердно пробуждаться в отношении ислама, постигать, изучать, набирались знаний, и они, соответственно, видели вот то анархия, то беззаконие, которое происходило у нас в республике. А я еще раз повторяюсь, у меня на тот момент не было таких знаний. Я уверен, что и тогда я считал себя, я стоял где-то в середине. Иногда как бы склонялся в одну сторону, иногда склонялся в другую сторону. А по итогу получилось то, что получилось. В событии 98 года многое расставило по своим местам, хотя даже и на тот момент мы именно, вот наш джамат, наша группа не принимала никакую одну из сторон. Ввиду того, что у нас президентом был Аслан Масхадов, мы как бы подчинялись и принимали его указания, когда он послал Доку во главе, чтобы разъединить враждующие группы, не допустить их друг к другу, чтобы войну остановить. На переговоры одновременно он послал Арсанова Ваху. И тогда я помню, что братья, которых сегодня уже с нами нету, они по рации обвиняли, нецензурно даже выражались, мол, ты тоже пришел с нами, мол, воевать сюда. Когда им отвечали, что мы никакой с войной не пришли, мы по приказу нашего президента пришли, чтобы вас развести, чтобы не допустить друг до друга, чтобы не проливалась кровь. Тем не менее, обе стороны как бы обвиняли нас, что мы помогаем той стороне, а эта сторона обвиняла, что мы помогаем той стороне. Вот такие дела, мы помним вот эти вещи. А сегодня, по истечении времени, мы уже прекрасно понимаем, в чем была суть причины, почему все это так происходило. Происходило потому, что некоторые люди пробуждались на истине, изучали, познавали ислам. И, соответственно, их не устраивало то, что примерно джахили вытворяли и с народом, и с властью, и вокруг власти примерно. И по итогу мы сами полностью стали свидетелями вот этих событий. Как я выше сказал, все те властные структуры, которые были назначены именно при Масхадове, все они стали предателями по факту. Их можно перечислять поименно.
за редким исключением. А остальные все дезертировали. Некоторые имеют какие-то там оправдания, что их направили там собирать деньги и так далее и тому подобное. Но мы помним, что неоднократно Масхадов призывал всех вернуться домой на джихад. И ни один из них не вернулся. Мы эти вещи должны понимать. И вот сегодня мы видим, что вот те, кто дезертировал, те, кто бросил Аслана, и те, кто открыто перешли на сторону наших врагов, кафиров, они в унисон сегодня, мы видим, поливают тех, кто истинно, искренне прошел свой путь от А и до Я. Если они даже друг друга последовательно не дополняют друг друга, я более чем уверен, что управляются они с одного гадюшника. Просто они сами этого не могут понять. А идет целенаправленная работа для того, чтобы вот этих искренних мусульман, наших лидеров, наших эмиров и тех, кто последовал ихним путем, чтобы их опорочить, чтобы делать на них бухтаны, придумывать всякие сказки, что именно причиной всех наших бед являются именно вот эти люди. Валлахи, ни 1% правда вот в этих нападках, вот в этих провокациях, вот в этих бухтанах и рыботах нету. Я и раньше об этих вещах говорил, иншаллах, считаю, не будет лишним повторяться, потому что за последние 6-7 лет у меня YouTube-канал 6 или 7 раз заблокировали. Причины сейчас не будем уточнять, почему так происходит, кто это делает, как это делается, Аллаху алям, не будем это гадать. После начала Второй войны, когда дезертиры, уже выбравшись за пределы нашей республики, оказавшись уже в основном в большинстве своем в Азербайджане и в Грузии, они уже начали там открыто уже заниматься своей работой. Мы помним, вот первая брошюра Зиндика Закаева и, Яраги Абдулаев, по-моему, напарник его на тот момент. Они попросили у Нухайва Хожу деньги, что они хотят сделать такую полезную работу для нашего народа, для сопротивления. Выпросив у него деньги, отпечатали вот эту брошюру «Ваххабизм, кремлевская вакцина», например. Вот после этого, будучи уже там, в Грузии, люди и непосредственные очевидцы вот этих разговоров, вот этих провокаций, вот этих столкновений сами рассказывали, и мы уже через интернет-ресурсы тоже, большинство из нас знакомы вот с этими темами. После выпуска вот этой брошюры, в первую очередь, братья Ахмадовы во главе с Увойсом, который в дальнейшем уже стал правой рукой, можно сказать, самого этого Зиндика, на тот момент они все собрались Зиндика Закаева убить за эту брошюру. И я более чем уверен, что многие из людей, которые слышали вот про эти разговоры, вот про эти ситуации, многие не догоняли даже, в чем суть дела. И уже мы много раз слышали, что Зиндик Закаев изменился, что он сожалеет о том или о чем, что он говорил или что он делал, что он исправился, что он такой искренний мусульманин, то мы знаем, что даже по сей день, примерно, вот эта брошюра у него отпечатана на своем сайте, примерно, Чечен Пресс. И вот тогда, когда его собирались убивать, именно братья из Джаматов на тот момент, во главе, опять я повторяю, с Ахмадовым Увойсом, то тогда от того, чтобы Закаева не убили, примерно, в первую очередь заслуга Доки Абу Усмана. Когда он сказал этим братьям, нельзя так делать, в любом случае человек у нас являлся вице-премьером, для врагов это большая радость,
в любом случае, да, какие-то там, на тот момент я понимаю, что до Кассам еще не был в таком утвержденном понимании сути ислама. И, соответственно, он отговаривал вот этих братьев, как бы заступился за Закаева, и вот, можно сказать, по причине этого Закаева как бы не тронули, оставили. Мол, и после этой брошюры, я считаю, вот возвращаясь назад, эта же информация и до Аслана Масадова дошла. Я помню, что Шамиль Басаев при мне, при Аслане, при Вахе Асанове на эту тему разговаривал с Асланом. Аслан сам не присутствовал, но он, когда писал кассету Аслану, я и Оксана Ваха присутствовали вот при этом разговоре. Я считаю и убежден в этом, что после того, вот после тех поступков Закаева, Аслан незамедлительно должен был освободить Закаева от всего и вся. И тогда еще мог огородить мусульман от этого, от фитны этого человека. И уже в дальнейшем, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Соответственно, Закаев на этом не останавливался, поливал всех направо и налево. Помним встречу примерно в Москве с генералом на тот момент, губернатором Северного Кавказа. И после этого мы помним, что Хаттаб был отравлен, и буквально после того, как была Шура у нас в Чечне в 2002 году, и после Шуры, когда амиры разошлись по своим дислокациям, буквально вот в этот период, я часто об этом рассказывал, еще раз повторюсь, именно на меня вышли тогда люди, позвали в гости Умар Сагаипов, бывший, он на тот момент представлялся как наиб Закаева, Виндиха. Вот они тогда мне предлагали, чтобы мы совместно убрали Шамиля Басаева. На мои эмоциональное такое удивление и возражение, примерно, они настолько цинично, усмехаясь в лицо, мне сказали, примерно, о, субханаллах, ты что так удивляешься, примерно? Убить одного человека, спасти весь наш народ, неужели это такая большая как бы несправедливость? То есть эти люди тогда еще думали вот такими подходами, вот такими мерками. Валлахи, биллахи, таллахи, это истина из первых уст. Слово в слово я повторяюсь. И после того, этот Зиндик Закаева, примерно, мы же во многих фильмах видим, там, на собраниях, там, где только они не встречались, где находятся и Яндарбиев, и Аслан Масхадов, и предатель Ахмад Кадыров, Маулади Удугов, Закаев. Мы же видим там роль Закаева, где присутствует Шамиль Басаев. Вроде бы соратники, да, вроде бы друзья, побратимы, братья по исламу, чеченцы, встретившись с генералом российской армии, когда они предложили примерно, поставили задачу, если хочешь, к власти примерно, мы тебе даем задание, убей вот этих радикалов. И, соответственно, дальше уже мы с тобой будем разговаривать. И сегодня кто-то, если там старается как бы отмахнуться от этого, это его проблемы, это слабость его имана, беспринципность, бесхребетность. А это факт, стопроцентный факт, что они хотели убить Шамиля Басаева. И если они собирались убить Шамиля Басаева еще в 2002 году, когда еще у нас была сплоченность, сила, большие ресурсы, можно сказать, то о дальнейших действиях примерно мы можем только как бы догадываться.
на что шли эти люди примерно. И на что они были готовы, чтобы только добраться до власти. Вот это мы должны понимать. И сегодня, когда мы где-то видим, что кто-то там аккуратно или притык, или между прочим бросает грязь на наших лидеров, вот как в последнем случае примерно там касательно операции «Джихад», когда вот высказался один из соратников Закаева, вот там опять мы видим, что хотят принизить роль Зелимхана Яндарбиева и возвысить на этом фоне как бы независимость и статус Аслана Масхадова. Они, алхамдулилля, они на своем пути достойно прошли свой путь. И мы не знаем таких казусов, чтобы они, выясняя свои взаимоотношения, вредили общему взятому курсу или нашему общему делу. Мы таких примеров не знаем. А где-то что-то там, о чем мы не ведаем, делать какие-то бухтаны, иншаллах, мы на такие вещи не способны, и, иншаллах, нас Аллах такими не создал. Вот касательно вот, операции «Джихад», и как в прошлом, так и в настоящем, я сам участник вот этой операции «Джихад». Мы тогда были, окружили по старому промысла, был у России примерно, как бы, там и воинская часть у них, и большая база у них там была. Оружие, там, боеприпасы, техника и все, что нужно было для войны. Вот мы вот этот ГУОШ как бы окружили, мы находились вот как бы в районе этого ГУОШа полностью до конца вот этой операции. И касательно вот операции «Джихад», из того, что я могу как бы достоверно воспроизвести, то, что я от многих очевидцев слышал, интересовался, спрашивал, то там, после того, как Яндарбиев со своими соратниками поехал на встречу в Москву, провел эту встречу, вернулся оттуда. Мы помним, когда Россия провела свои выборы, когда цель была достигнута, они, соответственно, нарушив все свои договоренности на тот момент, начали активизацию по всем направлениям. Когда у нас как бы под контролем мы все в большинстве своем находились в горных районах, единственное подразделение Арсана Вахи в основном дислоцировались на равнине. И вот касательно этой операции, когда кафиры начали активизироваться, то в Махкитах было совещание, на котором присутствовали многие еще живые люди, которые были на этом собрании. Там Бил, вот этот Манкурт, который сегодня дома сидит там, стал кинозвездой. И Али Хаджиев там был, насколько я помню из рассказов некоторых братьев. Там и Мавлади Удугов был. Точно какие люди из Юго-Западного фронта там представляли, я сейчас не буду как бы уверенно говорить, могу ошибиться. И вот на этом собрании там Аслан Масхадов сам сказал, что Яндарбиев Зелимхан дал указание, прислал бумагу, что надо готовить операцию по захвату города. И вот эту операцию готовил именно Аслан Масхадов. От А до Я. Вся техническая часть была под его контролем и под его управлением. И вот непосредственно уже, когда кафиры уже в горных районах начали сильная активизация, вот эти руководящие группы разделились на 3 части, и вот Аслан Масхадов с одним из наших братьев перебрался в Малые Атаги и поселился именно в доме, где как бы имел контроль на тот момент Зелимхан Яндарбиев. Я это достоверно знаю. Это 4 августа Аслан Масхадов с нашим братом были там, в этом доме. Даже он мне описывал комнату, где они вот провели эту ночь. И там вот Аслан примерно был осторожным,
лидером. Мы это как бы и сами это видим. А противовес ему, мы знаем, что Яндарбиев был таким, наоборот, более решительным, более вспыльчивым. А Аслан Масхадов, он был более прагматичным, продуманным, примерно, осторожным. И там Аслан как бы размышлял, делать эту операцию, начать его, не начать его, какие там результаты, исход какой будет. И вот брат рассказывал, я ему посоветовал, говорит, сделай истихару и прими решение. И вот на тот момент Аслан принимает это решение, что операция проводится. И рассылает людей, кто оказывался под рукой, кто был как бы досягаемости, некоторых предупреждал и по рации. И когда вот процесс этого операции планировалась, есть информация, что Хамзат Гилаев и Шамиль Басаев, они как бы не полностью как бы были согласны с тактическими, вот, оперативными какими-то моментами. Не против самой операции, а вот с некоторыми моментами были у них какие-то сомнения, и как бы не полностью они как бы поддерживали вот некоторые моменты. Не саму операцию, а вот тактические какие-то моменты. И все. И когда на 6 число, с 5 на 6, когда Масхадов дал команду, этот брат рассказывает мне, что он с Асланом расстались. Аслан перешел в другое село, я перешел ближе к городу, к селу. Мы помним, на тот момент у нас на 56-м участке стоял ретранслятор. По-моему, Идрис звали этого брата, который как бы контролировал ситуацию. И уже этот ретранслятор практически контролировал все городские группы на тот момент. И, соответственно, уже мы помним, что по процессе этой операции вся группа, маджахеды, которые уже находились в городе, они по факту через вот этого Идриса связывались напрямую с Мавлади Удуговым. Тот собирал, аккумулировал все эти донесения, в каких районах, на каком улице, в каком перекрестке, в каком доме, сколько убито, сколько ранено, сколько подбитых, сколько захваченных. И мы помним, будучи уже сами в городе, например, мы помним, как на тот момент вот именно вел информационную работу на тот момент как бы Мавлади Удугов. Даже сами кафиры отдавали дань должное от проводимой работы. Настолько все оперативно, грамотно, четко проводилось, что кафиры сами были не в недоумении. И вот я знаю от другого брата, очевидца тоже, непосредственный, близкий человек, вот Зелимхану Яндарбиеву, когда я с ним разговаривал на эту тему, за эту операцию, он приводил вот такие моменты, что когда операция была востребована, когда он дал добро, Зелимхан со своих уст якобы рассказывал на вопрос этого брата, что да, я дал команду, и остальная работа полностью лежала на Аслане, и он его достойно выполнил. Операция была начата. После того, как Куликовский дал 48 часов, мы помним эти речи, что те, кто не выйдет с города, будут зачищены и убиты. Мол, будет бомбежка. Многие, мы помним, скажем, левые люди, которые присоединились к муджахидам, многие оставили свои позиции, вышли из города на тот момент. А вот в этот момент, видимо, у Аслана и Зелимхана был разговор. Вот точно они лицо друг с другом воочию разговаривали или через рацию, это уже я не смог уточнить. Там, когда Куликовский сделал такое заявление, Аслан склонился к тому, что было бы неплохо вывести наши группы с города для того, чтобы сохранить наши силы в дальнейшем. Если кафиры делают вторичный круг, мы можем многих потерять, главных наших эмиров, лидеров. И вот в этом разговоре, видимо, Зелимхан как бы настоятельно попросил
и как бы убедил Аслана, что этого нельзя делать. Жизнь или смерть, жизнь или рай, короче, мы постараемся довести операцию до конца. И, соответственно, соглашившись с этим, Масхадов как бы не стал дергать муджахидов из города назад, как вот первую операцию, мартовскую операцию. Вот касательно вот этой операции были вот такие вот ситуации. Я это из первоисточников с несколькими братьями, в прошлом даже интересовался вот этой историей. Единственное, что там первично, когда проект был изложен, там вот Шамиль с Гилаевым как бы в некоторых моментах был не согласен вот с проектом, с планом Масхадова. Там хотели внести какие-то свои корректировки. Ну, когда операция началась, первым сразу вошел Шамиль, и, по-моему, на второй день уже вошел сам Хамзат Гилаев. Никаких там каких-то противоречий или непониманий абсолютно не присутствовало на этой операции. И если без ведома и без контроля и без утверждения главнокомандующего, если проводить вот такую операцию, это получилось бы и осталось бы как самодеятельность наших амиров и главнокомандующего военными силами Аслана Масхадова на тот момент. Ну, близко этого не было. Поэтому, как бы, не договаривая какие-то моменты, не называя имена, которые можно назвать и расставить точки над «и», не надо наводить тень на плетень. А цель, которая, как бы, принизить заслуги и статус самого Зелимхана Яндарбиева и где-то на его фоне приподнять статус Аслана Масхадова. У них при любых даже разногласиях, иншаллах, я более чем уверен, находилось и мужество, и достоинство, и иман, чтобы выяснять эти отношения. Мы помним до начала Второй войны, что между Шамилем Басаевым, Абдуллахом, Абу Идрисом и Асланом Масхадовым были противоречия. Они, как должное, как мусульманам полагается, решали свое дело в шариатском суде. Оно было незаконченным. Я помню, как-то, когда уже после маджлиса 2002 года мы по моей инициативе в Ингушетии организовали вторичный маджлис с целью для того, чтобы Абдул-Малик Меджидов и Хамзат Гилаев присягнули Аслану Масхадову, на чем настаивал сильнейшим образом Абдуллах Шамиль Абу Идрис. Как бы он не противоречил в каких-то вопросах с Асланом, но, алхамдулилля, валлахи, никаких воздействий или каких-то помех на текущие события, на джихад, на борьбу с кафирами, их отношения не влияли в момент вот таких вещей. Вот я помню, когда вот там собирались тоже вот многие вещи как бы расставлялись на свои места. Там Шамиль первым старался, чтобы и Хамзат Гилаев, и Абдул-Малик Меджидов, чтобы они присягнули Масхадову. Те не стали этого делать. Как бы поставили условия, если он вернет наше звание, вернет все наши награды и как бы попросит прощения, ну типа того было. Мы еще как-то подумаем над этим. Вот, то есть, вот такие вещи происходили. Никто этого не скрывает, но это было нормально, и в таких тяжелых ситуациях, примерно, люди не всегда друг друга понимают. А сегодня выставлять вот этих людей, одного в хорошем свете, другого принижать, ввиду того, что он более твердо стоял на исламе, на акиде, на шариате, вот такие вещи, иншаллах, они к хорошему не приведут, если мы только мусульмане, искренние мусульмане. И когда уже вот после начала Второй войны, мы же помним, что да, Вторая война, она в конечном итоге, мы его физически проиграли. Но, валлахи, я не считаю, что мы его духовно или морально мы его проиграли. Мы его не проигрывали. Иншаллах, я надеюсь, что и не проиграем. А все те, кто стояли твердо на своих позициях и прошли этот путь и стали шахидами, да, конечно, были ошибки и просчеты. Но они не наговаривали на своих
вышестоящих лидеров, на своих амиров, а все свои разногласия решали по шариату. И вот после того, как смерти, после шахады Абдул-Халима Садулаева, мы же помним, когда эта ноша взвалилась на плечи Доки Абу Усмана, одновременно в этот же момент стали шахидами и Шамиль Басаев, Абдуллах Абу Идрис, и Абдул-Халим Садулаев, амир. Если нормальный человек может только понять, какая ноша на тот момент взвалилась на плечи Доки Абу Усмана. И когда вот здесь на улице, когда он возложил на своего представителя, что нужно централизовать все наши ресурсы, соединить всю нашу силу в единую команду, надо сделать централизацию власти, зная, уже будучи участником вот тех наших событий, которые происходили после Первой войны, тех противостояний, если даже Доку не был таким тонким дипломатом и не стремился к политике, но тем не менее понимал, что вот эта разрозненность, к чему она приводит. И он с первых дней постарался как бы централизировать под единое командование всех тех людей, которые, многие из которых являлись по факту дезертирами. Но ввиду того, что от безысходности ситуации домашние какие-то амиры возлагали на них какие-то свои финансовые заботы, там, заботы своих семей, семей своих муджахидов, ситуация была такая. А вот те, кто стали дезертирами, оказались на улице, они, соответственно, этим пользовались. У каждого были какие-то свои каналы подпиток, соответственно, дома отчет в любом случае нужной сумме им давали. И зная вот все эти дела, если Аслан Масхадов не постоянно находился среди муджахидов, если Шамиль Абу Идрис постоянно находился на равнине, я лично до своего плена сам возил несколько раз Шамиля к Доке в горы. Доку никогда не собирался и не хотел спускаться с горы, из леса выходить, зная обычно, чем это кончается. Мы это помним и на Аслане Масхадова, и на Абдул-Халиме Садулаеве. И вот, видя вот всю ситуацию, прошлую ситуацию, Доку, когда постарался централизировать нашу власть, делать кассу одной, не от того, что Доку провозгласил Имарат, Кавказ, начались вот эти разногласия, а когда Доку дал команду, что касса будет одна, я живу среди муджахидов, ем, кушаю вместе с ними, каждую группу знаю как свои 5 пальцев, каждый год обхожу практически все группы, поэтому касса будет одна, источник команды тоже будет один. И вот с этого и началась вот вся эта катавасия, что начали уже восставать против Доку. А момент, когда власть, эта ноша досталась Доке, мы сегодня прекрасно помним. Не было ни операторов, ни журналистов, ни тыла, ни больницы, ни продуктов где-то как бы сохраненных ни в лесу, ни на равнине, например. Доке эта ноша досталась в самый тяжелый момент нашей истории. И человек, который, можно сказать, абсолютно был вне вот этой грызни, до 1994 года, практически примерно 11 лет до этого жил в самой России, не понимал многих вещей, то, что происходило среди наших лидеров. И вот на него свалилось вот это горе, вот эта ноша, примерно. Многие братья рассказывали после того, как Абдул-Халим и этот Шамиль Абу Идрис стали шахидами, Доку целую неделю практически с блиндажа не вылазил. Его силком, говорит, вытаскивали, чтобы покушал, примерно. То есть вот в такой ситуации вот находился человек, примерно. Это сегодня, сидя здесь за рубежом, нам легко рассуждать, примерно, что да как. А он отвечал за все и за вся. И когда он начал выставлять вот
свои условия для того, чтобы вести работу в дальнейшем, чтобы не было разногласий и расколов, то все те, кто сидели на этих финансовых ячейках, на этих каналах, они все в один голос восстали против Докки. Это было задолго до провозглашения Эмирата Кавказ. Валлахи, основная причина, почему эти люди начали выступать против Докки, именно то, что Докку постарался узаконить, как бы, поставить всех в один ряд. А никто этого не хотел. Каждый жил отдельности, у него какие-то источники для того, чтобы ему отписывали видео, что получили такую-то, такую-то сумму примерно. Люди находились в самом Чечне. Мы знаем, что вот Джамат Фатхи примерно, сидя в Азербайджане примерно, этот Абу Бакр, который сейчас живет в Швеции, он считал, что он как бы наследник вот этого Джамата Фатхи, прохлаждаясь в Азербайджане, потом Грузии, а потом Турции примерно. И, соответственно, тоже делались акценты и как бы установки, что у него чуть ли не 300 муджахидов дома воюют, примерно. И, соответственно, под эти 300 муджахидов собирались деньги. И все эти вещи все равно рано или поздно доходили до Докки. И, соответственно, какие-то меры Докку должен был принимать. И вот началось вот это противостояние. Мол, кто он такой, выскочка, откуда он взялся примерно, чтобы нами управлять. Мы стояли у истоков вот этой революции, мы все да вся примерно, как он может нами управлять, как он может нас учить и так далее и тому подобное. Я помню вот касательно последнего вот видео отрывка, который мы поставили на YouTube примерно, на телеграм-канал, где Халимов говорит, что там касательно вот операции «Джихад», вот я помню, когда вот на тот момент, когда Муса здесь был как бы представителем генеральным, когда Докку вот присылал вот такие указы, вот этот Халимов тогда насмехался примерно над Мусой. И как бы давал ему советы: не упивайся ему властью. Вот быть нашей власти, те полномочия, которые я имел, тебе и не снились, мол, когда я выглядывал из окна своего кабинета, мол, прохожих людей я воспринимал как букашек и насекомых. Он сейчас может сказать, что не говорил такого, но, валлахи, мне 2 человек примерно были свидетелями этих разговоров. То есть вот эти люди начали уже делать разлад, раскол в наших рядах. И, соответственно, оправдать себе, надо же кого-то обвинить. И вот началась дальнейшая вот наезды, провокации в отношении вот тех людей, которые стремились к истине, к шариату, начиная от самого Зелимхана, дальше уже наклонной примерно Шамилю Абу Идрису, Докки Абу Осману, Супяну, Исе Умарову, и как бы живыми там, кто у них еще, Мавлади Удугову, люди, которые, можно сказать, где-то когда-то в начале этой пути примерно вроде бы находились в одном джамате, являлись как бы, можно сказать, вторым, третьим как бы плане примерно у этих лидеров, учились у них, они их наставляли, и вдруг в одночасье примерно, получается, эти люди, такие сволочи, нехорошие, виной всему наших проблем являются они. И вот дальше мы помним, знаем, вот в прошлом, недавнем, многие братья обсуждали эту тему. В частности, мы помним, Джамбулат Сулейманов по этой теме много разговаривал, говорил. Но опять эта тема затихла, что в Лондоне там выпущена книга Зиндиком Закаевым, где опять также вот наговаривают на Зелимхана Яндарбиева, на Шамиля Абу Идриса и на многих других примерно. А то, что на Докку там
делали бухтаны и рыботы. Мы все уже с этим, можно сказать, и знакомы, и уже многие считают, что, мол, так и должно быть примерно. Мол, вот когда Докус провозгласил, что в дальнейшем он отменяет все, что не соответствует исламу и шариату, вот началась вот эта война с Доккой. То ему дали 500 миллионов за провозглашение этого Эмирата Кавказ ФСБ, то ему вертолеты подвозят провизию на место, где он находится. Что он говорит ФСБ, что все это сделано с подачи ФСБ и под полным управлением ФСБ. И вот вся эта информация идет со стола президента, и именно, как правило, Зиндику Закаеву. Валлахи, я хочу с гордостью заявить, что Докку с момента вступления на нашу землю и как начал принимать участие вот в этом джихаде, в первой войне и во второй войне, ни один раз не нарушил свой байат, ни один раз не выходил из низама вышестоящим амиром, будь то Гилаев Хамзат, Аслан Масхадов, до него Жахар Дудаев. И не то, что он, вот все те, кто были вот такого же мнения, и как бы вот весь наш джамат, вот в этом плане мы полностью подчинялись нашим амирам и держали низам до последней, можно сказать, черты. И на этом Докку и ушел примерно. А вот когда Докку стал эмиром, мы знаем, что сколько дезертиры, сколько предателей вышли против него. И я еще раз повторяю, это было один из самых тяжелых моментов нашей истории и нашего джихада. И все, кто был участником этой войны, прекрасно это понимают. Какая ответственность легла на этого израненного, изувеченного человека, который, можно сказать, был весь в осколках. И после всего этого 15 лет он провел на джихаде в лесу, с одним рюкзаком на спине. Мы же помним последнее видео, которое Докку прислал, которое сегодня она находится в Ютубе, где он просит всех вернуться домой, что оставим все наши разногласия, я покажу, я отдам все, что у меня есть, помогу, чем могу, сперва разберемся с нашими врагами, а потом все, что между нами, решим по шариату. И кто из нас вернулся туда? Никто. Все насмехались. И когда джихад по их вине, можно сказать, сошел на нет у нас в Чечне, теперь, когда уже под западным контролем, купе с ФСБ, когда идут какие-то там звонки, посылы, что, возможно, противостояние с Западом, Россия как бы потерпит поражение, то многие вылезли из своих нор и сегодня уже хотят оказаться на виду, где-то в деле, и добраться, примерно, домой уже как бы героями, занять какие-то опять должности, оказаться у власти, сменить тех манкуртов, которые сегодня у нас дома. Вот чего, вот к чему вы стремитесь. А для этого, соответственно, чтобы себя оправдать, себя возвысить, надо кого-то унизить, надо кого-то оскорбить, надо кого-то обвинить. Вы находите ошибки у тех, кто не свернул, кто не сломался и остался верным договору с Аллахом. И, соответственно, хотите их выставить как чуждыми. И тех, кто... А те, кто, можно сказать, ошибался ежедневно, сознательно исказал наше дело и нашу историю, они сегодня опять хотят оказаться где-то на гребне волны. Заигрывали в прошлом и заигрывают в сегодняшнем с врагами Аллаха в онлайн-режиме. Мы это все видим, иншаллах, и мотаем на ус. Продали все и вся, следуя за своими страстями. Никто из тех, которого мы сегодня обозначаем, они не разоблачают, не осуждают, не критикуют открыто тех, кто вот предал, тех, кто не поддержал, тех, кто обманул. А
открыто или закулисно полным ходом поддерживают друг друга. И тогда возникает вопрос, какое отличие между вами и вот теми домашними манпуштами. Если идеология у вас одна, ценности у вас одни, страсти у вас одни, единственное отличие – это вы ведете борьбу за власть и деньги. Вот и все ваше различие. Других различий между вами нету. Домашние, как они сами выражаются, они-то хоть что-то там созидают, делают дороги, строят какие-то здания. Они в любом случае, я считаю, как бы не лицемерят, говорят открыто, к чему они стремятся, чего хотят. А вы по отношению к ним, я наоборот считаю, что вы стоите ниже их, потому что вы лицемерите. Не то, что там не созидаете, а только разрушаете и развращаете добавок. Вопрос такой как бы возникает сам по себе. Если Россия сегодня проигрывает, по вашему мнению, по средствам массовой информации, по тем источникам, которые сегодня сливаются с западных чайников, если Россия сегодня проигрывает, разваливается, тогда зачем нам нужен вообще этот Запад? Вопрос такой. Мы что, чеченцы, которые сегодня нам завидует весь мир, мы считаем, что мы выше всех и вся? Неужели мы, маленький народ, 1,5 миллиона человек, мы не сможем обеспечить себя и своих родных? Субханаллах. Не знаю, насколько это правда. Мы вспомним из истории, что были у Шамиля, имама Шамиля, такие слова, что у чеченцев нету пьедестала для своих героев и зинданов для своих предателей. Если именно такие слова были, валлахи, Шамиль конкретно познал нашу суть. Надо отдать должное. И вот тем событиям и тем вот то, что мы прожили в новейшей истории, через что мы прошли, я более чем уверен, не Халимов ислам должен давать оценку, будучи Булатом, который выступил против своего амира. Соответственно, такие люди никогда не будут любить героев умы. И сегодняшние вот эти братания вот себе подобными именно строятся вот именно на вот этом. Свояка видеть издалека. Как в исламе сказано, души подобны воинам. Те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые друг друга не узнают, расходятся. Вот мы по этим признакам изближаемся и расходимся. Вот есть же там один персонаж у нас, Чапаев. Не знаю, как его имя, фамилия, но нет, он делает нападки на ислам, порочит нас, как чеченцев, как мусульман, не знаю, где-то там при Балтике, что ли, усы у него, как у Чапаева. Вот этот человек, валлахи, по мне, примерно, он более приемлем. Он не скрывает свою суть и сущность, примерно. Что он враг Аллаха, враг ислама, да? Ну, по крайней мере, открыт. Я считаю, что вот те, которые лицемерят, они намного опаснее и коварнее, вот, чем этот Чапаев. Он открыто говорит то, что у него внутри. А вот эти жалкие лицемеры, они говорят одно, но имеют совсем другое в глубине души. И когда мы сегодня видим за какие-то там не имеющие основы и доказательства какие-то случаи из жизни наших ушедших героев умы Кавказа, маленькие какие-то зацепки находят в их высказываниях, в их поступках и обсуждают и раздувают из него целые какие-то там небылицы, обманывают молодежь вот этими двойными подходами, своими вот двойными стандартами. А вот открытое то, что я вот выше сказал, что вот бывший соратник Зиндика Закаева Умар Сугаипов от лица Закаева приезжал, чтобы мы совместно убили Шамиля Басаева для того, чтобы ублажить кафиров, чтобы выполнить приказ Казани
Рязанцева, губернатора Кавказа на тот момент. Мы также помним, что вот эти переговоры с Масхадовым, которые опять шли через Индика Закаева, да, как русские могли пеленговать, как они работали, как они Жахара убили. Зная всю эту предысторию, тем не менее, изо дня в день надо было названивать, надо было постоянно держать связь, в чем убеждали именно Масхадова. Когда он с гор спускался, именно он вот такое решение принял, вот, что ему надо быть постоянно на связи, что идут сильные там какие-то переговоры, споры, что ему сказали, что он постоянно должен быть на связи. И вот результат этого. Хотя я от очевидцев также слышал, что Шамиль категорически выступал того, чтобы он спускался на равнину. А вот мы помним, что когда Имарат провозглашали, что Лобазанов Идрис поехал по настоянию Шамсудина Батукаева в Лондон, и по возвращению он, когда отчитывался Батукаеву Шамсудину, Лобазанов Идрис вот такими словами рассказывал свою встречу с Закаевым. Я, честно говоря, вообще и не понял, о чем он мне там что-то хотел сказать. Он меня повел куда-то в лес, оглядывался, постоянно крутился, примерно что-то шептал, нас могут увидеть, нас могут прослушать примерно. Вот находясь в Лондоне за 1000-2000 километров от поля джихада, он сам себя таким образом сохранял. А своего амира, примерно, он подставлял. Также мы помним вот те переговоры с Абдул-Халимом, которые вынудили его спуститься в Аргун, и, соответственно, итог, который мы тоже знакомы, да. И сегодня мы как бы вот даже видим в интернете, что вот на фоне того, что Зелимхана Яндарбиева, Шамиля Абдуллаха, Доку Абу Османа и других как бы топят в грязь, стараются как бы затопить в грязи, что им не удастся, примерно, то мы видим на фоне всего этого стараются полностью обелить и как бы возвысить Абдуль-Халима. Хотя Абдуль-Халим был на том же, на чем Зелимхан Яндарбиев, Абдулла Абу Идрис, Доку Абу Осман. Доку закончил то, что не было начато Абдуль-Халимом, и не успел он закончить. И последний хабар Абдуль-Халима к Мавлади, мы же все это слушаем, он же есть в интернете. Мне, кстати, Удугов рассказывал, что он через Халимова, через других связных примерно посылал к Абдуль-Халиму множество хабаров. В прошлом, я помню, ни один из этих хабаров до Абдуль-Халима не дошло. А то, что он послал через связного Шамиля Абу Идриса, вот единственный хабар, Маулади мне как бы рассказывал, что единственный хабар, который до Абдуль-Халима дошло. И вот на этот хабар Абдуль-Халим дает ответ Маулади за 2 месяца до своей шахады. И он есть в интернете. И какие задачи, какие цели и какие мысли у Абдуль-Халима, может любой убедиться. И сегодня как бы делить их на хороших и плохих, и в чем суть этого, тоже тяжело понять. Ну, я примерно понимаю, почему это делается. Мол, вот Алим, вот Амир, вот он был хорошим, а вот эти вот плохие. Если всех как бы под одну гребенку примерно грести, соответственно, могут многие не понять ситуацию. А вот где-то кого-то обелить, кого-то затопить, примерно, это уже более реальная картина. И то, что вот за спиной Абдуль-Халима, примерно, мы же знаем вырванный эпилог из какого-то его письма кому-то. Мы даже не знаем, кому это письмо как бы посылалось. Видимо, Абдуль-Халиму было написано, что вот за твоей спиной вот здесь мутят, там говорят о каком-то шариате, о каком-то халифате и так далее и тому подобное. Видимо, в искаженной форме какое-то письмо кем-то было послано Абдуль-Халиму, и Абдуль-Халим на это письмо в начале своего президентства отвечает: если они даже будут что-то объявлять,
то они это могут сделать от своего имени, но не от моего имени. То есть он не вникает в ситуацию, примерно, что, какую провокацию к нему подсылают вот этими словами. А уже в дальнейшем, примерно, когда суть ситуации, когда все выровнялось, когда они с Шамилем несколько раз встречались, когда несколько раз письмами обменялись и с Доккой, и с другими, соответственно, после всего, вот перед своей шахадой, то, что Абдул-Халим прислал к Мауладе Удулгову, это же есть в свободном доступе. И почему вы сегодня, лицемеры, хотите исказить вот эту ситуацию? Вот идет вот открытое вот очернение наших достойных братьев, которые предстали сегодня, находятся у Аллаха. Иншаллах, мы надеемся, что Аллах их помиловал. В любом случае делаем дуа за это. Получается, те, кто предал своих братьев, бросил их на произвол, спасся или открыто предал, перешел на сторону врага, получается, они достойные братья, они стояли у истоков, их надо слушать, к ним надо прислушиваться. А вот эти, которые стали шахидами, они никудышные, вся наша проблема, вся наша боль, все наши испытания, как бы от них. Вот такой ситуации мы сегодня видим по факту. И, соответственно, если мы искренни в своих намерениях, в своих словах, в своих делах, то мы не должны эти вещи допускать. Будь то это от халимового ислама, от кого бы то ни было. Мы за Зиндиха Закаева не говорим. Он настолько засветился, например, для всех, что как бы он, по моему мнению, как бы сегодня особенно вот в этом направлении не выступает, ну, за него это уже как бы стараются сделать, можно сказать, его соратники и те, кто думает с ним унесен. Вот такая ситуация сегодня в наших рядах и среди нас. Поэтому, иншаллах, я призываю всех искренних рабов Аллаха, чтобы в меру своих сил и возможностей, чтобы мы для подрастающего поколения доводили вот эти вещи. Я еще раз повторяюсь. Валлахи, касательно президентства Докку и амирства Докку Абу Усмана, как младшего брата, я знаю, какое горе было для него вот эта ноша. И насколько он не желал этой ноши. И так цинично и жестоко примерно бросить, можно сказать, человека, который находился среди молодежи, который годился им в отцы примерно. 15 лет жил в лесу с одним рюкзаком на спине. И после этого находятся люди, которые стараются принизить его достоинство, принизить достоинство Зелимхана Яндарбиева, Шамиля Абу Идриса и других. Валлахи, как с этим можно мириться? Как это можно нормально принимать или допускать? Валлахи, вы сами себя унижаете этими выступлениями, вот этими намерениями. И те, кто молчит вот в этом, он просто сам становится соучастником вот этих преступлений и вот этого предательства, не более того. Можно говорить еще долго, но, иншаллах, считаю, что мы час наговорили. Я как бы на этом остановлюсь. Гамру, если к сказанному муслимам или кем-то кто-то что-то хочет добавить, можешь дать слово в прямом эфире. Если хочешь, можешь эфир примерно можешь завершить. Сделав дуа, мы можем завершить. И можно после этого тоже примерно, как посчитаешь нужным. Ты за рулем. Слово тебе. Абу Хамс, мне просто одну секунду надо. Абу Хамс, муслим вроде бы здесь, если это тот Да, муслим. здесь я вижу.
Так. Да, здесь муслим. Есть Все. Машва муслим. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Дейля салам ашалхим. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Шула. Abu Hamso vist khirwar apurban tani. Inshallah izay pisdaye ondaj din dol qamil hoqa vist khilgayr shwat so say hoqa vist khilgayr shwasa. Ну, мекшду ламру хуэльра хастер дуэл цацэйра дати анександр адина да ердоги ко ехцахали твой эфир. Да, есть пару вопросов, Абу Хам, здесь. Муслим, тогда минуты 2-3 подождешь тогда? Проблемы. Не, хастер дай муслим самабахар яр выключите только муслим искалита. По данному эфиру, если у него как бы дополнения нету, касательно того, что осенил репостан Алгашигу, муслим, скорее всего, я так догадываюсь. Какое-то разъяснение он хочет сделать. Тогда я зачитаю, Абу Хамс. Давай, зачитай. Давай. Не откладываю. Так, первый вопрос. Ассаламу алейкум. Хотелось бы сделать напоминание Исламу Халимову, тут говорят. Это обращение к Исламу Халимову. Он говорит в одной из старых записей, что он поддерживает Закаева до тех пор, пока он будет на Коране и Сунне и будет прислушиваться мнению ученых. И получается, Закаев в твоих глазах такой есть, если ты являешься его представителем. То есть это к Халиму обращение. Но с другой стороны, ты клевещешь на Зелимхана, Шамиля Басаева, на докку Абу Османа, что получается, Закаев, признанный зиндиком по решению шариатского суда, ближе тебе по твоей акаиде. Так, это второе он пишет, тут продолжает. Мне попался 2-минутный ролик, где Халимов делает обращение к какому-то собранию и сильно делает акцент на истинных чеченцев, многократно делая ударение на истинных. И благодарит читу Курочкиных опять от лица истинных чеченцев. Короткая насиха, чтобы Ислам Халимов знал, если ты говоришь от имени чеченцев, считаешь, у тебя есть право наговаривать на достойных сынов чеченского народа, было бы правильно, чтобы ты сам принадлежал бы к чеченскому народу на генетическом уровне, и по религии, и по кавказским адатам. Это неправильно. Говори от себя, но не от чеченского народа. Вот такие два обращения к Халиму. Ну, я там ничего как бы не соответствующей действительности не вижу. Что-то там можно добавить. Мы помним, когда момент провозглашения Имарата Кавказ собраний из труппы такой примерно как бы поддержки Закаеву. Закаев у них как бы на YouTube, на WhatsApp. Они там собрание устроили, были заявления, выступлений. Основным выступающим оратором там был Халимов Ислам. Он как бы вот во своем разговоре, я как сегодня помню, он говорит, я прямой оппонент Закаеву, постоянно выступал, и Закаев против меня выступал, и я как бы являюсь его прямым оппонентом. И в этом эфире, в этом же разговоре он говорит, ну, Закаев следует исламу и шариату, и, соответственно, я на данном этапе его поддерживаю. То есть вначале он говорит, что он является оппонентом Закаева, не заканчивает, но в процессе этого разговора говорит, что он считает, что Закаев на исламе, на истине, и он является его как бы сторонником и поддерживает его. Тогда как он может быть, являться его оппонентом, или Зиндик Закаев может являться оппонентом Халимова ислама? Тут сплошное непонимание и лицемерие, примерно. Вот эти старые файлы, если сегодня поднять, послушать, валлахи, многие тогда, которые не понимали сути происходящего,
о многом поймут и многое для себя откроют. Я еще раз говорю, докку от религии, от установки Аллаха, я не знаю, где он отступал. Никто из нас не имел права выступать против доки, пока он следовал и исполнял, стоял на основе Корана и Сунны. Если были какие-то ошибки и просчеты, никто этого не отрицает. Если могли присылать человека для того, чтобы убить Шамиля Абдуллаха, то почему на тот момент ни Халимов Ислам, ни Ахмадов Увойс, ни Фарук, ни Али Паша, ни сам Закаев и многие другие, которые тогда поддерживали вот этот хаос, вот этот бунт, да, вот эти бугаты, почему они не собрали одного человека, не снабдили его, не послали к докке, например, не выслушали, не стали делать ему насилие. Слушай, ты вот здесь, примерно переступаешь, ты не по исламу действуешь. Я пришел от этих братьев, у меня вот подтверждение, например, мы твои как бы подчиненные, мы следуем за тобой, мы тебя признаем, но это вот ты переходишь грань дозволенного, границу переступаешь. Не было такого. Сидя здесь, в Европе, в Турции, в Азии, в Саудии, в арабских странах, как мне вот этот Шамашкинский Мансур в своем клеветнических обвинениях говорил, сидя на диване в Турции примерно, хорошо разговаривать. Без дивана сегодня ни одного мискина нельзя найти. У каждого мискина диван есть сегодня. Тем более в Турции примерно диваны, можно сказать, на свалках пруд-пруди стоят примерно. Чуть-чуть почисти и занеси примерно. То есть вот на таких вещах стараются делать такие пафосные опусы примерно, обмануть людей. Поэтому вот замечание брата, насиха брата, я считаю, она как бы к месту и соответствует истине примерно. А вот это послание Курочкину и какому-то собранию, скорее всего, я читаю это вот шведскому собранию, которое была проведена в Швеции. Скорее всего, я так считаю. Там он, по-моему, многократно повторяется от истинных чеченцев, от лица истинных чеченцев. Мы благодарим читу Курочкиных от лица истинных чеченцев. Ну, видимо, поэтому этот брат и говорит примерно. Надо ДНК проверить на генетическом уровне, кто истинный чеченец, а кто не истинный чеченец. А я знаю, что Халимов не истинный чеченец, что его корни примерно дагестанские и не чеченские. Примерно. Видимо, вот это и имеет этот брат в виду. А понукать, обвинять героев Уммы, опираясь на истинных чеченцев, на пафосных заявлениях, у него совесть хватает. Вот, видимо, вот такие вещи он и имел в виду. Есть другие какие-то вопросы или что ты можешь сказать? На сегодня нет, Абу Хамза. Если нету, иншаллах, мы уже как бы затянулись, 1,5 часа уже сидим. Мне надо делать намаз, сейчас муслима тоже послушаем, иншаллах. Тогда итог подведем. Мы, иншаллах, просим Аллаха, чтобы Он нас наставил на путь истины, чтобы Он нас объединил на пути истины, чтобы мы стали братьями именно на этом пути. Пусть Аллах освободит всех наших братьев и сестер, наших шейхов. Моего шейха, кстати, сегодня освободили. Здесь он был опять тоже заточен в тюрьму местными властями. Просим Аллаха, чтобы освободили во всех концах земли наших шейхов, наших праведных наставников, наших родных братьев, сестер, которые сегодня особенно томятся в тюрьмах по России. Пусть Аллах простит нам наши грехи и прегрешения как в прошлом, так и в будущем. Сделает нас едиными на основе истины. Поможет нам, поддержит нас, чтобы мы достойно с победой вернулись в свои родные очаги и закончили этот мир на Коране, на Сунне, на довольствие Аллаха.
سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.